Примерно полгода назад в нашем крае был создан Союз ремесленников. В наших программах мы частенько рассказываем вам о мастерах рукоделия, которые входят в данную организацию. Но сегодня речь пойдет о председателе Союза. Знакомьтесь, молодой, но весьма перспективный руководитель Динара Бакирова. Эта удивительная женщина относится к числу неравнодушных людей, которых волнует не только сохранение культуры и народного ремесла, но и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к окружающей среде. Недаром именно она и стала председателем творческого объединения ремесленников края ЖТСУ. По ее словам, одной из главных целей создания данной организации является сохранение традиций народа. Во времена, когда произошли, это как промышленная революция, промышленное производство заполонило, вытеснило ручной труд. Я думаю, что сейчас как раз тот период, когда мы должны возрождать уже традиционные ремесла, сохранять и передавать из поколения в поколение наш опыт, наши знания. Пока еще есть время, пока есть силы, пока есть энергия. Сама Динара шьет вот такие замечательные эко-сумки. И это не просто красивый аксессуар. Это предмет обихода, который позволяет заботиться об окружающей среде. Во-первых, эко-сумки являются разумной альтернативой пластиковым пакетам. Ну и во-вторых, делаются они из экологически чистых материалов. Любовь к творчеству у Динары возникла еще в детстве. Она с большим удовольствием наблюдала за тем, как работает ее мама, которая прекрасно шила. Я, конечно, в детстве приходила всегда к маме на работу, и мне очень нравился вот этот вот именно шум машинок. Вот когда слышишь, вот как вот игла протыкает изделие, и вот что из этого что-то получается, например, вот из каких-то лоскутков получаются какие-то изделия. И меня всегда это завораживало. И мама нас в детстве всегда обшивала. И хотя творчеством Динара занималась всегда, рисовала, делала костюмы для дочери, более серьезно шитьем она увлеклась во время массового карантина. Во время пандемии, когда вот вынуждена была, как сказать, бездействие, я старалась вот учиться чему-то. И это время послужило для меня как с пользой. Я за время пандемии, вот в 2020 году, в марте обучилась на стилиста-парикмахера и на швею в учебном центре, вот, и начала вот шить эко-сумки, потому что это тоже экологичные вещи, и для меня тоже имеется в виду. Я хотела, чтобы со временем все приобщились к эко-сумкам. Работая над новой сумкой или платьем, Динара испытывает огромное удовольствие. Занятия творчеством дарят ей ощущение спокойствия и даже исцеления, признается мастерица. Любое творчество, оно целебно. Например, почему я еще пришла к этому? Ну, вот, мы все теряем близких, родных, мы не вечные, да, в этой жизни. И после потери мамы и был какой-то, знаете, потерянность какая-то. И хотелось какой-то реализации. И вот, когда я начала шить, этим самым у меня, да, и я поняла, что нужно не бояться, нужно идти вперед и смело делать вот вещи, которые принесут пользу обществу, людям, детям, природе. Сегодня Динара занимается творчеством и руководит замечательной организацией «Центром мастеров ЖТСУ». Она уверена, что благодаря совместной работе с другими ремесленниками области они смогут не только сохранить и передать подрастающему поколению народные секреты рукоделия, но и научат молодежь относиться к окружающему миру с любовью и уважением.